программа «Вести Кудымкар Вилиштиянкат» студиян Ирина Батуева. Бур рыд джента талоння тема зелищ. Округиш колхозы спетиса без выла каджны шуез. Компермятский пашкомлен дизайнер вермис конкурс вылен. Округиш колхозы спондатиса пассивная компания каджны без выла медоджан петис СПК Россия. Лопатинская без вылен хозяйство мадик площадь без вылен уджал на несеял кайзен. СПК Россия оштиска джан кад. Лошитом план шерти будес бригадес петиса каджны. Вышли мы на посевную вот буквально 12 числа. За 2 дня мы посеяли почти что 700 гектаров. Ежедневно мы надеемся, что по 10% будем добавлять. Это по 300, около 300 гектаров. И как раз 12 дней, 13 мы должны отсеяться. Выезжаем очень рано. Это в 7 часов некоторые бригады, коллективы уже сеют. И заезжаем в гаражи где-то около 11 часов. То есть пока след трактора виден, мы работаем на полях. Это катки же без бура шурамиса, мукас и влага сыпучкан сиджа тырмамви, сиен бурка джиссез должен щетно не умаль урожай. Вот как семена садятся в бороздку. Они даже видны в рядочке. После этого обязательно поле будет прикатано после посева. А дальше уже будем считать, сколько всходов на 1 квадратном метре. Ило остается правильная и агроном каджис. Кужися суфтетны высевли школана норма. Это щань зависит от урожай и рассеян успех хез. Конечно же, все это не на 100%, все гладко. И трактора ломаются. Вот на сегодняшний день Т-150 стоит неисправный. И 4 колесных трактора тоже не работают. И их нагрузку взяли другие механизаторы. А так вот, если, дай бог, все благо будет, мы буквально за 12 дней должны отсеяться с основными видами полевых работ. Медбабур погодя каджны без шогми спирита, пым да пытаса шоян уджалище спондавая на вешка татача. Центральная столовая готовит обеды и ужины, и там обедают и ужинают в полевых условиях. В обед привозят это суп, горячее. Второе, на ужин обязательно выпечка, салат и тоже второе Джиры чай ческает пожасыз, да еще быт кодь берча. Быдас это меню с шогма колхозной столовой, уна продукты из необытта на ашнес верде на колхозники за сбура. Посевной же колхоз колись 6 миллион рубка гор. Хозяйством корректируйтесь уджалище лишь зарплата. Вештен того пондаса эше буржика, а настрой колхозники злан боевой, не готовы штыртны виль планнез и суфтетны виль рекордез. Надеемся, что нас погода не подведет. Надеемся, что мы в сжатые сроки все это посеем с хорошими семенами. Ащин из кадра россияна озлыдя. Уджалище злан быдас выннес индетом посевной была, кола каджны куем 1000 унажик гектар и тыртны виль вылын план. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Кудымкарлан локтан юбилейке же Карн чулала конкурс «Лучший фасад жилого частного многоквартирного дома и общественного здания». Кар администрация муниципальный контрольный отдел юорта виль конкурсилищ. Участвует на кадамбер масса карищ быда солищез. Быть желающей. Этой программы в юбилейный год нашего города проводится конкурс, который называется «Лучший фасад жилого частного многоквартирного дома и общественного здания. Визитная карточка добросовестных хозяев и руководителей». В период с 1 по 20 июня 2018 года осуществляем прием заявок на участие в конкурсе. Уважаемые жители города Кудымкара, руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, просим принять участие. Чтобы подготовиться к нему и направить заявки до 1 июня 2018 года, всем жителям, организациям нужно провести работы. Первое – по очистке прилегающей территории возле зданий, торговых объектов, домов. Второе – произвести, если есть необходимость, ремонт фасадов и ограждений, озеленить свою прилегающую территорию. Положительным моментом является применение логотипа 80-летия города Кудымкара и размещение его на фасадах и ограждениях.
Конкурс была заявка туешетника администрация еще до скватет кабинетын вермашемлан условия скат тацачный сайт вылын медбурфаса да частный сектор лан победителезес Вичишина бурко жиннез. В заявке нужно будет указывать фамилия, имя, отчество участника, адрес и фото конкурсного объекта, телефон для контакта. Победители будут определены конкурсной комиссией и награждены в День города денежными сертификатами. И наш девиз конкурса «Не будь равнодушным, сделай город красивым». Компермятский дизайнер представит из конкурс вылын ашема пашкам. Дизайнер Вера Михановна пондат из вурны компермятской стилен пашкам не сетшим важен. Нёльгоден отжиг сяохти с горднима мастерской. Талун это морцатаданы не джир округан, но и страна почта. Ся уна конкурсазлан да выставке участница. Мы принимали участие в межрегиональном конкурсе молодых дизайнеров «Этнодар», который проходил в городе Казань с 16 по 18 апреля. Была представлена коллекция «Иньва». Мы в основу коллекции взяли льняную одежду из традиционного этнографического темно-синего льна с набойкой. Ну, как раз вот наша набойка, она просто очень-очень порадовала и очень понравилась членам жюри, дизайнерам, которые долго расспрашивали, а как эта набойка делается, какими материалами, какими технологиями. Барьякада уна творческой ескеры на пачкам кыркашавыла вачкишанан. Вачкишаны рыммезан да шеррезан. А горднима мастерскайын муниса эше ojлань. И пачкам ширатым понда барьяны вашкат дещана бойкез. Материал натуральный лен, кajivыл имян бабезлан. Веща джир стиль. В коллекции было представлено несколько стёганых вещей. То есть это вот, допустим, такой теплый жилет. Все ведь знают, что инь не только в компермятском языке, да, женщина, но женское начало инь это еще и в восточных культурах инь-ян. И вот немножечко тоже мы взяли элементы восточные, то есть это вот такие китайские, в Китае, в Японии вот так вот петельки пришивают. И Восток получился, и компермятская традиция, и русская традиция, и современный дизайн одежды. Такой синтез различных культур дает современную одежду этническую. Быдмады чандына валы вурам обинима пояс. Эдшим форма слоктис мяндына Японияиш. Но миян дизайнерес вуриса сия асмоза. Лёниш, да шеретиса важдубасес вылыш больш там шеррезан. Конечно, были представлены очень красивые коллекции, просто глаза разбегались от разнообразия. То есть этника, она может быть очень-очень разной, от белоснежной воздушной до такой мятой льняной. То есть я там познакомилась, допустим, с дизайнером, которая, мы так себя называли, льно-секта. То есть вот мы именно за чисто натуральный лен. Какой там лапсан, не дай бог, чистый лен нужен, потому что это экологичная одежда, потому что вот это лен, это наоборот стиль. Кычу и свера ся кужи сдивуют на жюри. Конкурсын ся приметис участие моган, аджины творчество понда виль идеяс. И лоис вермище злыдын. Было очень приятно, то есть вот заняли мы первое место в номинации «Повседневный костюм». Часто у тебя заказывают одежду как повседневную, чтобы носить? Ну, в последнее время все чаще. То есть как-то, конечно, люди присматривались, может, несколько лет к нам, но уже этим летом будет 4-й год, как мы работаем. В общем-то, уже нас знают и заказывают и повседневную одежду. Ну, куда-нибудь на мероприятие мужчины там у нас рубахи вот эти народные хорошо берут. Этномода пыры олана не джир округун, но и страналан мадик регионнезен. Изоратны вашкат деша традициес ло уна дизайнерезлан шармоган. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Кудымкарич студенты с Чулатиса велопробег. Ашима мероприятие лоис хитом победа лункат. Кариш политехнической техникуме студенты спетиса инициатива анчулатны победа лункат хитом велопробег.
Корисамадик профессиональный велочан заведения зиш велочищезас. Мог донтиса велотищез асеща и кар администрация. Майдасад луна видас мымдато морт ыкши сакарич культура керку оджиш площадь выла. Нылан эзвав мог мунно оджашеман. Шершан быршан велосипед сгонитый сапешнигорд ладора. Сечин Великой Отечественной войналан героя злокожналам памятник дына не авайся венок. Я считаю, что мероприятие очень важное, нужное. Здесь каждый, наверное, ребенок, ну и участник оценивает свои силы. Вот это пусть небольшое испытание, но оно очередной раз доказывает, что наши ребята – это очень сильные, мудрые, правильные люди, которые в жизни докажут, что мы сильная команда, мы сильная страна, мы сильная Россия. Велопробег чулатем донтиса и патриот нима центры. Шуиса мы зорот начали челемезен мамудна радейтем кола. Это джилыдия Степановское сельское поселение Лан-Юралыш, когда это луна сыджа пукшис велосипед выла. Патриотизм, я думаю, все-таки он воспитывается. Какая-то пропаганда ведется. Патриоты наши должны быть еще и здоровыми. Чтобы защитить Родину, мало желания для этого и умения. Нужно все-таки здоровье. И я смотрю, если даже мы возьмем сегодняшних студентов, участвующих в пробеге, есть на кого положиться в случае, как вы сказали, вот той самой трагедии, если, не дай Боже, она произойдет. Испытанию первермиса мунны велопробеглан будас участники. Вын бертны кудым каратырмис. Строечник кинеспед. Звездочка нима мемориал вала бденны слоктиса. Я не мог не принять участие в этом велопробеге. Мой прадед, Бабин Иван Васильевич, тоже участвовал в Великой Отечественной войне. Посмертно был награжден, особой такой наградой Героя Советского Союза. Я был обязан дать дань памяти своему прадеду, а также всем тем, кто защищал нашу русскую землю. Мне очень понравилось принимать участие в данном мероприятии, и я думаю, что в дальнейшем я буду принимать участие в этих праздниках. Велопробеглан участники Шуиса. Мы студенты с Коласен, этшим акшем пыртаса традиция. Понда сочулетнесия победа лунке же быт год. И не надейчины, мы участники злан лыт понда содны. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Компермяк спонда метродитана тулыша быдма става питалис бура, кычом шоян лашетана без выла быдмамиш. Это елиш оджлань. Несмотря на ветер, холод, дождь со снегом, люди вышли в поле, но не на посадку урожая, а на сбор первого весеннего продукта – полевого хвоща. По-другому в округе его называют пистик. Эта трава у коми-пермяков всегда была ценным ингредиентом в приготовлении различных кулинарных изысков. Все равно бабушки, дедушки-то были, так они ведь кушали, нас приучили тоже, родители-то. С них же вкусные пирожки-то. В первые дни сбора улов невелик. Егор Конюков за пару часов собрал пол-ведра. Причина – холодная погода. Пистики первый в этих краях природный витамин, богат полезными минералами и аминокислотами. После долгой зимы ему рад каждый. Обычно сезон сбора длится от 2 до 3 недель, в зависимости от погоды. 3 часа пол-ведерки нет. Утром не было вовсе. В прошлом году на поля за пистиками вышли в 20-х числах апреля. Нынче первые побеги собрали только в мае. На рынке сейчас за небольшую тарелку просят 100 рублей. И несмотря на это, на прилавках хвощ полевой не задерживается. Но уже через несколько дней при благоприятной погоде цена может упасть почти в 2 раза. По словам местных жителей, сейчас нужно ждать тепла и тогда выходить в поле. В этот момент и пистиков намного больше будет. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Это юрвал мен быдас, велич панташа машинасы в нас, быдас бурса, аддишлтадж.